Сегодня в Чебоксарах открылся финал журналистского конкурса «Рублевая зона». В столице Чувашии собрались представители из 24 регионов страны, которые пишут на финансовую тему. Конкурс в нашем регионе проводится уже второй год подряд. Участники не только получают награды за свои работы, для них организована серьезная деловая программа, брифинги, семинары, встречи с представителями бизнеса и финансовых кругов. Сегодня с лучшими финансовыми журналистами страны встретились глава Чувашии Олег Николаев и депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков. Подробности у Татьяны Молоковой. В зале собрались люди, которые быстро в уме конвертируют рубли в доллары и обратно. Вспоминают, какая ключевая ставка была в разные годы, разбираются в цифрах, умеют считать таблицы и читать то, что написано мелким шрифтом. Причем как среди гостей, так и среди хозяев. В начале встречи глава республики Олег Николаев рассказал о регионе, истории и традициях, а также о современности. Очень рад всех приветствовать на гостеприимной чувашской земле. На земле, где живет 128 народов. Титульная нация Чувашии примерно 70%. Народ очень древний, уходящий корнями в очень-очень далекие, скажем, исторические периоды. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков продолжил о традициях и корнях и пригласил всех на возрожденный фестиваль пива. Рекомендую, у нас будет фестиваль пива. Хотим сделать это традицией, одним из таких направлений развития туризма в России. Октоберфест в Мюнхене, в Баварии. Будет чувашсра или чувашское пиво, чувашский фестиваль здесь, в Чувашии. Причем мы хотим, в замыслах, увязать этот фестиваль еще из Бандариады. На этом пивная тема не закончилась. Коллеги из Челябинска и Татарстана вспомнили, что когда-то Чувашия производила хмель больше всех в стране. И с удивлением спрашивали, может ли республика повторить такие результаты сейчас. Во время Советского Союза производили где-то около 4000 тонн, то сейчас это 185 тонн мы производим. Да? А нужно сейчас Российской Федерации примерно 8 тонн потребности ежегодно. Но при этом мы в прошлом году уже мы зафиксировали достаточно сильный рост экспорта. Мы работаем как минимум с 2 инвесторами. У нас в планах в этом году еще где-то 1000 гектаров охватить хмелем. То есть сейчас у нас было в прошлом году 105, в этом году 117. Естественно, масштабы нужны. И вот для того, чтобы удовлетворить всю потребность, нужно выращивать хмель примерно на площади 3,5-4 тысячи гектаров. Это, в принципе, не такие большие площади. Обсудили импортозамещение, кредитование малого и среднего бизнеса, банковскую сферу, криптовалюту и ситуацию с экономикой в стране. В экономике большие изменения, это точно. Вот кризис – это, естественно, сложности, но и возможности. Что-то точно упадет, но что-то взлетит. В итоге будет некий баланс. Завершая встречу, Анатолий Аксаков пожелал элите финансовой журналистики ставить высокие цели. Как это делать и как достигать эти цели, обсудят завтра, во второй день конкурса «Рублевая зона». Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.